И, к слову, Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге совпали с Петербургским международным экономическим форумом. И он стал продуктивным для нашего региона. Так, в последние дни работы форума правительства Коми и Санкт-Петербурга подписали дорожную карту реализации соглашения о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава республики Владимир Уйба и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Дорожная карта предусматривает мероприятия по торгово-экономическому, научно-техническому, социальному и культурному сотрудничеству в рамках соглашения между регионами. Срок до 2024 года. Глава республики поблагодарил власти города на Неве за внимание, проявленное к северному региону, а также помощь в организации и проведении Дней Республики Коми. Санкт-Петербург и Республика Коми связаны неформальные, наработанные десятилетиями очень живые человеческие дружественные отношения. Так бывает, что вот дружат люди, а тут дружат субъекты. И это очень важно, потому что то, что мы сегодня подписали дорожную карту, мы закладываем на основе именно вот этой сложившихся, очень долгосрочных и выверенных времени отношений. У нас очень много совместных дел, направлений, мероприятий. В дорожной карте это описано целым блоком. Это и культура, это и развитие медицины, и развитие IT-технологий. И точно совершенно Санкт-Петербург в этом, являясь очень регионом продвинутым, очень современным, инновационным, конечно, привнесет очень большие изменения в указанные сферы в республику, и мы этому очень рады. Действительно, у нас очень теплые отношения с республикой. Жители Санкт-Петербурга хотят пожелать вам и всем жителям республики Коми процветания, успехов, удачи. А Санкт-Петербург всегда поможет. Спасибо. Спасибо. В числе подписанных документов на экономическом форуме соглашение Коми и Россети Северо-Запад о консолидации электросетевого комплекса региона. Подписали его Владимир Уйба и генеральный директор компании Артем Пидник. Стороны договорились о создании в регионе единого центра ответственности за качество услуг по передаче и распределению электроэнергии. Договорились о сотрудничестве правительства Коми с холдингом «Росгеология». Компания поможет нашему региону в области комплексного геологического изучения недр и освоения месторождений полезных ископаемых. Это, в свою очередь, увеличит экономический потенциал нашей республики за счет развития и воспроизводства ее минерально-сырьевой базы. Также Владимир Уйба провел переговоры с руководством ведущего мирового производителя медицинского оборудования Эббот. Стороны обсудили создание научно-образовательного центра мирового уровня технологии здоровья и сбережения населения Севера. Решение которым было принято в мае. Возможности реализации на его платформе научно-образовательных инициатив и обмен лучшими мировыми практиками.